День за днем наши корреспонденты следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и не только поговорим в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин. И вот о чем поговорим сегодня. Новый руководитель региона в Якутске официально представили временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева. Первостепенной задачей правительства сейчас он видит работу по устранению последствий паводка. Борьба со стихией. Якутяне оказывают добровольную помощь пострадавшим от наводнения. В столице республики прошел телемарафон. Между тем, на северных реках паводок продолжается. Тепло сменилось непогодой. Циклон, пришедший в Якутию, оставил жителей некоторых районов без электричества и воды. Циклон тем временем направился дальше. Родительская слава. Владимир Путин вручил государственную премию многодетным семьям. Среди награжденных одна семья из Якутии. Защищая будущее, весь мир традиционно отметил День защиты детей. Какие акции прошли в республике и как сегодня обстоят дела с защитой детства в регионе? Уходящая неделя была действительно богата на события, причем пик этой событийности пришелся на начало семидневки. Но вначале о самом главном и важном для всех жителей Якутии. 28 мая у республики появился новый руководитель. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Айсен Николаев, ранее занимавший пост главы города Якутска. Столицей республики Николаев руководил с 2012 года, дважды выиграв выборы. Еще раньше, с 2007 года, в течение 4 лет возглавлял администрацию президента и правительства республики. До этого с 2004 года занимал пост министра финансов Якутии. Ну а о своем решении освободить пост руководителя региона Егор Борисов в понедельник сообщил на встрече с редакторами ведущих СМИ региона. Спустя небольшое время на сайте Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева. О хронологии событий далее. После назначения Николаев незамедлительно приступил к работе. В постпредстве республики в Москве он провел ряд встреч с президентом акционерной компании «Алроса» Сергеем Ивановым, с директором технопарка Якутии Анатолием Семеновым и руководителями районов. Решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о моем назначении на должность временно исполняющей обязанности главы Республики Саха-Якутия – это для меня и огромное доверие, и, конечно же, огромная ответственность. Огромная ответственность в первую очередь перед всеми жителями нашей многонациональной Якутии. Уверен, что я приложу все свои силы, весь свой опыт для того, чтобы развитие Якутии шло дальше динамично, более быстрыми темпами, и чтобы каждый житель нашей Якутии получил то, о чем они мечтают, а люди у нас мечтают о хорошей зарплате, о хороших домах, о благоустроенных домах, о красивых, комфортных поселениях и городах. И уверен, что это все сделать в наших силах. 30 мая Айсен Николаев издал указ о назначении бывшего Ильдархана Якутии Егора Борисова государственным советником республики. Айсен Николаев также сообщил журналистам о предстоящих кадровых изменениях. Правительство свои полномочия будет продолжать выполнять и по Конституции слагает их только перед избранным главой республики. Правительство хотя будет исполнять свои обязанности, точные кадровые изменения они будут. Опять же, согласно закону, ряд руководителей администрации, у них напрямую срок служебных контрактов связан с сроком полномочий главы республики. И уход главы республики в отставку, он предусматривает то, что эти люди тоже уже практически уходят тоже в отставку. В целом ситуацию с бюджетом республики Айсен Николаев назвал сложной. Нехватку средств в республиканской казне он оценил в 13-15 миллиардов рублей. Об этом он сообщил во время пресс-подхода. По его словам, сейчас недостаток средств особенно ощущается по субсидиям коммунального хозяйства. Временно исполняющий обязанности главы Якутии заявил, необходимо принять оперативные меры, чтобы ситуация с бюджетом была под контролем. Я считаю, все-таки у нас тот рост курса доллара, который сегодня произошел, рост цен
на нефть, они все-таки дадут некоторый положительный эффект, но мы его, к сожалению, ощутим-то не сразу, ощутим его, может, в 4-м квартале, так, а жить нам надо сегодня. Поэтому надо будет сегодня принимать очень оперативные меры для решения тех краткосрочных задач, в первую очередь по финансированию завоза, по восстановлению паводка, по выплате заработной платы и отпускных. А 1 июня в Доме правительства прошло представление временно исполняющего обязанности главы республики Айсена Николаева. В мероприятии приняли участие зампред правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, государственный советник главы Якутии Егор Борисов, народные депутаты, члены правительства и представители общественности. Юрий Трутнев вручил на память об этом событии Айсену Николаеву профессиональный компас. Айсена Сергеевича представлять в Республике Саха-Якутия достаточно просто. Всю жизнь Айсен Сергеевич живет и работает в республике. Он руководил крупными предприятиями, работал руководителем администрации президента Республики Саха-Якутия, первым заместителем председателя правительства. В 2012 году избран главой города Якутска. Айсену Сергеевичу потребуется не очень большое время для того, чтобы войти в курс дел, потому что всю работу, которая проводилась на территории республики, мы тоже проводили вместе. Со своей стороны обещаю Айсену Сергеевичу поддерживать, помогать. Уверен в том, что его энергия и целеустремленность принесет пользу народу республики. Егор Борисов отметил, что и сам придерживается ротации кадров, которую также проводил в годы правления. Омоложение кадров назвал абсолютно правильным решением. Я, конечно, очень доволен, что такое решение принято. Мы за все эти годы вместе работали, вместе творили, вместе преодолевали трудности. Айсен Николаев сказал, что это назначение – огромная ответственность перед народом Якутии, и он готов приложить все свои силы. А также добавил, что главным критерием при отборе кадров считает профессионализм и честность. Сегодня глава государства ставит принципиально новые цели развития всей страны. Большая ответственность возложена на регионы. Именно мы отвечаем за улучшение жизни людей, за качественные изменения в экономике и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и будет частью нашей великой России. Мы многое можем и многое должны делать для успеха всей нашей страны. Свою важнейшую задачу я вижу в консолидации якутян, вовлечении всего общества в решение важных для всех нас вопросов. Убежден, у каждого жителя должно быть четкое понимание своего участия и вклада в развитие республики. Должна быть ясная перспектива своего будущего детей и внуков на родной земле. Конечно, работать предстоит в жесточайшей конкуренции. В первую очередь за человеческий капитал, за лучшие умы, за лучшие кадры. В наших суровых условиях мы должны создавать все возможности для профессионалов, предпринимателей, инвесторов. Должны брать совершенно новые темпы по всем направлениям развития. Присутствовавшие в этот день представители общественности и члены правительства, о которых был полный зал, выразили большую надежду на назначение Айсена Николаева. Айсен Сергеевич Николаев представляет молодую когорту руководителей Республики Саха-Якутия, которая имеет очень хорошую школу политической, организационной, административной работы. И он сегодня вкратце изложил практическую программу своих действий, с которым он будет идти на выборы Илдархана Республики Саха-Якутия. Наша задача двигаться в тех направлениях, которые сегодня объявил Айсен Сергеевич. Да? Что хотелось бы дополнительно сказать? Цели сегодня обозначены четко. То есть со своей стороны, со стороны Министерства промышленности и геологии абсолютно поддерживаю. Почему? Потому что нужна инициативность, нужен новый подход. Сказано о цифровизации экономики, сказано о поиске новых идей и решений, то есть для развития республики. Нам остается двигаться в этом направлении, то есть поддержать его на правильном пути, да, то есть и активно вовлекать общественность. Я сейчас спокоен и уверен в будущее нашей Якутии, потому что она в очень сильных руках, очень грамотного управленца, который, несмотря на сложности, которые объективно сегодня есть перед республикой, достойно выведет нашу республику вперед. И мне, как директору технопарка, который занимается инновацией, занимается будущим,
Да, мне это очень отрадно, потому что появился человек, который будет понимать то, чем мы занимаемся в технопарке. В завершении встречи Айсен Николаев отметил, у республики должен быть четкий и ясный план, чтобы войти в число российских регионов, которые по всем направлениям будут в лидерах и решат все задачи, поставленные президентом страны до 2024 года. А также добавил, что впереди у нас пик политического сезона – выборы главы республики, депутатов Государственного собрания Илтумен, глав и депутатов муниципальных образований. Ольга Лысак, Оксана Устинова, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Ну а первый указ временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева касается первоочередных мер по ликвидации последствий наводнения этого года. Среди них и те, которые должны работать на перспективу. К примеру, пункт 3.18. Согласно ему, в Якутии должны создать информационный банк данных организаций, которые могут оперативно предоставить материалы и технику на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории республики. Идущий следом пункт 3.19. Он предполагает, что готовящиеся к реализации проекты должны учитывать зоны затопления. Речь идет о строительстве социальных и производственных объектов, реконструкции и строительстве коммунальных объектов и инженерных сетей, объектов связи и энергетики. Предполагает указ и новые методы стратегии безопасности. Это и корректировка границ населенных пунктов с учетом 1% уровня затопления, предоставление льгот по уплате земельного налога пострадавшим от паводка, анализ потребностей в гидрологических защитных сооружениях, разработка единого алгоритма действий органов управления и населения при угрозе ЧС. Ну и говоря про сам паводок, в этом году он принес колоссальные последствия. О серьезности ситуации можно судить и потому, что в Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, даже не регионального, а федерального характера. Его объявили 14 мая. О том, как проходил паводок и о том, как помогают все неравнодушные тем, кто пострадал от большой воды, расскажет Саргалана Федорова. Масштабное наводнение на территории Якутии продолжается. Из берегов вышли не только Лена и Амга, но и многие мелкие реки. Пострадали тысячи людей. Порядка 50 населенных пунктов. Удар от стихии приняли на себя 12 улусов и столица республики. Стихия буквально обрушилась на многих жителей этих районов. Двухметровые глыбы льда размывали дороги, сносили электроопоры, фонари, дома. Тысячи людей остались без крова и лишились имущества. Всем миром решено было помочь тем, кто понес ущерб от паводка в этом году. Именно для них республика собирает средства. Каждый желающий помогает пострадавшим по мере своих сил и возможностей. На площади Ленина установили урну для сбора средств. Средства направят на восстановление жилья, объектов инфраструктуры и оказание адресной помощи в районах, пострадавших от паводка. С миру по нитке. Важен каждый рубль. Впрочем, якутяне не скупятся. Сегодня в свой день рождения специально сняла с книжки пенсию и приехала сюда. Сама с горного района, но считаю долго помочь своим землякам. Я просто увидел нужду и все, и пожертвовал. Внесла свою лепту 500 рублей. Думаю, хоть немного-то поможет. Надеюсь, что у них дух крепкий и выдержит все невзгоды. В итоге, благодаря телерадиомарафону «Всем миром» удалось собрать более 8 миллионов рублей. Все эти деньги направлены на специальный счет Госкомобеспечения республики. Землячества пострадавших районов также не остались в стороне. В Якутске прошли благотворительные концерты в помощь Амгинскому и Усть-Майскому районам. Собрали около 400 тысяч рублей. На эти деньги пострадавшие семьи могут приобрести предметы первой необходимости. Очень отрадно то, что наши артисты сами вышли на нас и вот с предложениями помощи, с предложениями вот своей какой-то лепту в помощь амгинцам. Мы никого не заставляли, никого не просили. Вот как-то обоюдно с обеих сторон все получилось. И вот от лица всех жителей Амгинского района, от лица всех, кто пострадал в этом паводке, хотим выразить им большую благодарность.
А в минувший четверг силами ветеранов и сотрудников ведомства в Амгинский район доставили около 5 тонн гуманитарной помощи, собранной в штабе Амгинского землячества. Привезли картошку, привезли консервацию, одежду и всякое разное, там продукты питания. Вот. Ну, наша цель — это у нас здесь имеется 5 ветеранов, которые пострадали от паводка. Хотим завтра организовать им помощь, окажем физическую, практическую помощь. Переживающим стихийное бедствие северным районам уже собирает средства Ассоциация дальнобойщиков Якутии. Водители готовятся в этот понедельник перечислить туда собранные финансы. В ассоциации нас состоит 100 человек. Мы сделали список всех водителей, собираем средства. Пока дороги все равно закрыты. В это время мы успеваем собрать помощь своим северянам. Каждый, вне зависимости от места проживания, еще может оказать посильную помощь всем пострадавшим от паводка землякам. Нужно только перечислить средства на единый расчетный счет. В Якутии общая сумма от последствий паводка превысила 1 миллиард рублей. Работа по сбору гуманитарной помощи продолжается. Сегодня самая сложная ситуация в Колымских районах. Мы видим, что все улицы фактически находятся в воде. Жилфонд также до уровня полов, до уровня окон находится в воде. То есть все перемещения производятся на плавсредствах. Значит, это моторные лодки, надувные лодки. Силы и средства МЧС России, службы спасения Республики Саха-Якутия на месте имеются с начала паводкоопасного периода. Значит, с 26 мая, получается, уже ровно неделя, вода при превышении критической отметки находится на высоких уровнях, соответственно, что значит, мешает нормальной жизнедеятельности населения. В своем первом указе Айсен Николаев поручил правительству республики в 3-дневный срок определить всех ответственных за принятие мер по восстановлению условий проживания людей в населенных пунктах, пострадавших в результате весеннего паводка. Установить графики выполнения работ. Срок до 5 июня должен быть определен фактический ущерб от наводнения. Также определен еще ряд кардинальных мер по оказанию системной помощи всем пострадавшим. К слову, согласно документу, кардинально изменится отношение к чрезвычайным ситуациям в целом. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Прямо сейчас мы прервемся на короткую 2-минутную рекламу, после чего продолжим. Смотрите во второй части программы. Тепло сменилось непогодой. Циклон, пришедший в Якутию, оставил жителей некоторых районов без электричества и воды. Циклон тем временем направился дальше. Родительская слава. Владимир Путин вручил государственную премию многодетным семьям России. Среди награжденных одна семья из Якутии. Защищая будущее, весь мир традиционно отметил День защиты детей. Какие акции прошли в республике и как сегодня обстоят дела с защитой детства в регионе? И вновь в эфире итоговая программа «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. В конце первой части программы мы говорили о паводке этого года. Стихия в этом году заставила многих жителей Якутии задаться как минимум одним вопросом. Возможно ли спрогнозировать ситуацию, которая произошла? Об этом и не только. Мы поговорим с гостем в студии. И сегодня в гостях нашей студии начальник Якутского гидромедцентра Ржаков Александр Николаевич. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну и да, действительно, главный вопрос, который оставила нам стихия, один из главных. Возможно ли было спрогнозировать такой исход событий? То есть, действительно, это колоссальные последствия, это колоссальные подъемы уровней воды. Если можно было, почему не было спрогнозирована подобная ситуация? Если нельзя, то что влияет на прогноз? Добрый день.
Ну, начну с того, что в этом году у нас проходит, уже завершается, можно так сказать, один из крупнейших наводнений таких. Последние такие крупные наводнения в республике наблюдались в 1998 и 2001 годах, когда республике был причинен такой значительный ущерб. В текущем году у нас, значит, на основных реках, это вот на Амге, на Алдане, на Лене, у нас на некоторых гидрологических постах были превышены исторические наблюденные максимальные уровни воды. Это вот в Амге при заторе льда, да, ниже села Амга. Это вот также при заторе льда на реке Алдан, ниже Кюпсов, которые мы по нашему гидропосту тоже вот на Эльдигане превысили исторический уровень. Ну и в Сангарах, и в Жиганске то же самое. Но обычно такие явления наблюдаются очень редко. Ну, этот год такой вот получился, что в этом году из-за вот именно заторных явлений у нас вот наблюдались такие вот катастрофические наблюдения. Ну, что касаемо прогнозов, то мы в своих прогнозах, это вот первый прогноз мы выпустили в начале марта. 3 марта в предварительной консультации мы там обозначили возможные места заторообразования и то, что при заторах льда именно на этих реках у нас уровни воды могут превысить вот опасные отметки и, возможно, произойдет затопление некоторых каких-либо там населенных пунктов. Ну и в середине апреля, это вот 16 апреля мы выпустили уже уточненный гидрологический прогноз с датами вскрытия, с максимальными уровнями воды. И по нему мы именно акцентировали, что возможны наиболее вероятны образование заторов льда в Хангаласском районе, под Якутском, в Намском районе, на реке Амга, в нижнем и среднем течениях. Ну и про наводнение на Колыме, на Индигирке, там тоже было указано. Поэтому могу сказать, что в этом году гидрометцентр, ну и гидрологи наши вот оправдываемость всех прогнозов, в том числе и долгосрочных, составляет 100%. Я думаю, что во многом благодаря этим прогнозам удалось избежать человеческих каких-то жертв, потому что были проведены заранее превентивные какие-то мероприятия и так далее и тому подобное. Но вопрос, что же повлияло вот на такой исход событий? То есть это какие-то, естественно, климатические, возможно, условия, снегозапасы и так далее? Да, конечно. В этом году эта зима для центральных районов, в том числе и для Усть-Майского района, она была такой вот очень, так сказать, суровой. Ночные температуры у нас в центральных районах зимой понижались до минус 58 градусов. Ну и ниже, там 60, по-моему, в Аймыконе было. Ну и вот эта вот холодная зима в целом привела к большой толщине льда. У нас по сравнению с нормой именно вот под Якутском, в районе Якутск, Табага, Кангалас, у нас толщина льда превысила норму на 30-35 сантиметров. Это же касается и реки Амга, где толщина льда тоже была больше нормы, вместе с Алданом тоже. Но на других участках реки Лена, это вот Ленский, Алекминский район, низовье Лены, низовье Алдана и весь северо-восток, там уже толщина льда была меньше нормы. Вопрос такой еще. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев издал первым же указом, назвал приоритетным направлением работы правительства это устранение последствий паводка. В этом указе говорится, также есть пункты, которые предполагают такую работу на перспективу, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись. Там же есть вот и такой пункт о изменении границ районов. То есть насколько это может быть эффективно? Ну, так, насколько мне известно, такая работа уже на самом деле уже ведется. Заказчик — это вот Министерство охраны природы.
Мы там в этой работе участвуем как эксперты. Мы проверяем правильность расчетов гидрологических, да, вот этих, и надежность гидрологических рядов при этих расчетах. То есть для каждого населенного пункта, их вот, насколько память не изменяет, порядка 126 населенных пунктов по всей территории республики. Из них 21, по-моему, населенный пункт вот до прошлого года они вот произвели именно вот границы зон затопления, да? Это вот 1, 2, 3, 5, 10 там, ну, различные обеспеченности. То есть эти отметки далее заносятся у нас государственный, по-моему, реестр дальше. Ну, и при строительстве, допустим, ниже этой отметки уже как бы строительство уже невозможно. Запрещено. Запрещено, да. Но вот тут же такой вопрос возникает. Да, мы как бы прогнозы это прогнозы, но природу и погоду никогда не предугадаешь в принципе. То есть, может быть, в дальнейшем пойдет изменение русла реки, ну, там на какой-нибудь из рек Якутии. Возможно ли такое? Или это процессы очень-очень долгосрочные? Ну, хочется отметить, что именно вот в последние годы, ну, особенно это вот начиная, скажем так, с 2010 года, да, у нас количество опасных явлений, именно гидрологических, из года в год оно растет. В этом году только за 1 месяц мы получили 7 опасных гидрологических явлений, вот именно из-за заторов льда на наших реках. Обычно эта цифра колеблется, ну, в районе там 2, 3, 4 явлений, да? Но в этом году вот 7 штук их. Ну, конечно, климат, ну, для всего северного полушария, он, конечно, меняется, тем более вот в рамках республики. Если вот сравнивать среднегодовую температуру по городу Якутску, она, начиная с 80-х годов, она неуклонно идет вверх. Особенно вот начиная, опять же, вот с 10-15 года, да, она вот, отклонение ее в среднем составило порядка 2,5–3 градусов. Ну, вот, продолжая говорить, уже немного другую тему затронем, именно погодные явления сами, уже отойдем от рек. Понедельник, 28 мая, очень сильный циклон пришел в Якутск. То есть раньше такое очень редко наблюдалось, что аж срывало крыши в столице республики, падали светофоры, деревья. То есть откуда такой ветер появился, раньше вроде бы такого особо не было. Так, ну, 26-27 мая у нас вот именно в центральных районах, в том числе в городе Якутске, дневная температура воздуха прогрелась до 28 градусов. И при прохождении холодного фронта с запада на восток у нас вот наблюдались именно вот такие вот неблагоприятные явления в виде сильного ветра до 20–22 метров в секунду. Ну вот, говоря про теплоту, у нас и весной было такое аномальное потепление, имело место быть в конце апреля, если не ошибаюсь. И, то есть можно ли говорить сейчас о каком-то вот реальном изменении климата, глобальном изменении климата? Ну да, об этом можно говорить, потому что у нас вот в последние годы, ну, в последние 10 лет зимы стали очень теплые, лето наоборот стало, ну, летние сезоны стали наоборот более такими холодными и дождливыми. Ну, зима вот прошлого года, допустим, вот для центральных районов в отдельные там декады была как бы холодная очень и малоснежная, да, вот в центральных районах у нас выпало очень экстремально мало снега, но в то время как на северо-востоке выпало очень много снега, там превышение нормы 2–3 раза превышает, да. Ну, по климату, значит, эта зима, ну, весна тоже у нас получилась очень теплой, март-апрель у нас вот тоже если сравнивать с климатической нормой, были в среднем на 2–3 градуса теплее. Но особенно теплым оказалась вот первая декада мая. Но положительные аномалии там составили от 4 до 5 градусов тепла. Александр Николаевич, спасибо, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы.
Как только что мы говорили с нашим гостем, теплые по-настоящему летние дни сменил штормовой ветер. К примеру, в столице республики действительно был случай падения светофора на перекрестке. Далеко его не унесло, но пострадала девушка. Где-то был ливень, где-то выпал даже снег. Каков ущерб в районах и куда направился циклон далее, узнаете в материале Кристины Якуповой. Сорванные крыши, упавшие светофоры и электростолбы. Начавшийся внезапно штормовой ветер достиг скорости 24 метра в секунду и нанес огромный урон центральной части республики. По населенным пунктам в Качикаце, село Качикаце снесло крышу школы, и в селе Синск у нас, получается, пострадала котельная. Город Покровск у нас не пострадал, но самые населенные пункты остались без света, без электроэнергии. Получается, остались у нас сторона Заречья и частично село Актемцы, село Улахан. Человеческих жертв у нас нету, что радует. В Чурапчинском Улусе штормовой ветер стал причиной пожара. Вследствие сильных порывов ветра упало более 40 опор линий электропередач. Ремонтная бригада Чурапчинская РЭС работает в полном объеме на линиях, а также сильным порывом сорвало крыши 3 зданий. Ночью произошел пожар в здании центральной аптеки. Причина устанавливается пожарным надзором. Для столицы сильный ветер также стал неожиданностью. Горожане наслаждались теплым летним днем, когда попали во власть стихии. Девушка, переходившая дорогу на перекрестке Орджоникидзе и Курашова, не подозревала, что на нее упадет целый светофорный столб. К счастью, обошлось без серьезных травм. В приемное отделение нашей больницы обратилось 3 человека с небольшими ссадинами, ушибами. После оказания медицинской помощи все отпущены домой на амбулаторное лечение. Работы прибавилось и работникам городского кладбища. Им придется самостоятельно устранять последствия стихии. Неожиданно сильный ветер повалил деревья прямо на памятники и ограждения. Ураган пронесся по всему городу. Стихия не щадила ничего. Ломала деревья, срывала линии электропередач и крыши домов. Здание школы 38 – одно из самых пострадавших в Якутске. Сегодня мы добровольцами и отрядом нашим добровольческим приступаем уже к развалу завалов и отдел технического и строительного надзора управления образования города Якутска уже сегодня определяет подрядчиков. Время сейчас терять не надо. Как можно в кратчайшие сроки надо уже разобрать и приступить уже к восстановительным действиям. Еще одну крышу сорвало в Тулаги на Кильдямском наследии. Там ветер оставил без крова детский сад «Светлячок» и повалил электроопоры между Жатаем и Кангаласами, оставив пригородные поселки без света. Вчерашний ураган нанес значительный урон. Последствия, вот как видите, сзади нас лежат столбы линий электропередач. Вчера вечером 2 столба упали, поэтому Кангаласы сейчас пока без электричества. Из-за стихии без света остались не только пригороды столицы – Марха, Кангаласы, Маган. Электричества не было и в некоторых районах центра города. Видите, как провод порвался. И вот тут вчера лужа совсем кипела вообще. Мы вчера везде звонили, сегодня утром звонили, беспокоили. У нас маленькие дети, во-первых. Они не евшие со вчерашнего вечера. И у нас дома везде у всех телевизор. У кого телевизор, у меня, например, компьютер, там все сгорело. И холодильник. И у всех, вон тут, там телевизор тоже сгорел. И не знаем, кто будет нам платить это все. Или не будет возмещать. Но мы еще сегодня позвонили Горэнерго, они сказали, виноват ветер. И все. Больше всего от штормового ветра пострадало энергетическое хозяйство. Всего по республике было повреждено порядка 500 электроопор. Бригады центральных электрических сетей полным составом в круглосуточном режиме ввели работы. Однако несколько дней около 40 населенных пунктов оставались без света. Работа была организована в круглосуточном режиме, и бригады отработали практически в течение 2, 2 сутки на сегодняшний день работают. При этом мы планомерно увеличивали количество аварийно-восстановительных бригад. Безусловно, очень большой объем звонков, заявок поступает и продолжает поступать в диспетчерские пункты центральных электрических сетей. Электроснабжение полностью восстановили только через 4 дня. Ремонтные работы продолжаются до сих пор. К такому ветру не готовы были не только линии электропередач, но и люди. Слабо сработало оповещение населения. А вот синоптики уверены, штормовые порывы – явление нормальное для этого времени года.
У нас целые тома, в которых описаны случаи усиления ветра 25, 30, 35 и даже 40 метров в секунду. Это бывает. Ну, это бывает, может быть, не каждый год, но это практически в каждом населенном пункте бывает. Вот вчера нас проходил после продолжительного периода теплой погоды, когда вот 28-го мы даже достигли почти 28 градусов и был превышен исторический максимум, на нас вышел холодный фронт. Помимо ветра, циклон принес и осадки. В западной части Якутии выпал снег. По данным Якутского гидрометцентра, в эти дни снова ожидается усиление ветра в следующих районах. Сильный ветер снова может привести к аварийным отключениям света. Следует быть осторожнее, находясь на улице. Кристина Якупова, Якутия день за днем. Сейчас мы снова прервемся на двухминутную рекламу, после чего вернемся и продолжим. Вот о чем поговорим далее. Родительская слава. Президент России Владимир Путин вручил государственную премию многодетным семьям страны. Среди награжденных одна семья из Якутии. Защищая будущее, весь мир традиционно отметил День защиты детей. Какие акции прошли в республике и как сегодня обстоят дела с защитой детства в регионе. И снова в прямом эфире Якутия день за днем, и мы продолжаем. Мать-детоубийцу признали страдающей психическим расстройством и представляющей опасность для общества. Напомним, что в марте этого года у гаражей на улице Хабарова в Якутске женщина убила свою 9-летнюю дочь. Преступление она совершила плоскогубцами. При этом убийство произошло на глазах у 7-летней девочки, подруги погибшей. Женщина сняла с подруги дочери верхнюю одежду и обувь. И, зная о возрасте девочки, нанесла по ее голове и телу 8 ударов плоскогубцами и руками. Остановила женщину лишь утвердительный ответ ребенка на вопрос о вере в Бога. В последующем она отвела девочку в соседний магазин, где вызвала такси, и отвезла ребенка домой. В ходе расследования проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина признана страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества. Как установила комиссия экспертов, на момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых деяний и руководить ими. Между тем, в столице республики проводят проверку по факту смерти ученика одной из школ столицы. Следственными органами Следственного комитета России по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 14-летнего школьника в квартире, расположенной по улице Лермонтова города Якутска, с признаками удушения. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме того, следователи призывают не делать преждевременных выводов о причинах смерти и об обстоятельствах, которые предшествовали данной ситуации. На этой неделе в Якутии также произошло сразу 2 случая падения детей из окон. Первый случай имел место быть в столице республики на улице Бестужева-Марлинского. 1-летняя девочка упала с высоты 4-го этажа. Падение пришлось на траву. Девочка получила ушиб грудной клетки и находится в больнице. Второй случай произошел в поселке Черский. 3-летняя девочка забралась на подоконник и, открыв окно, выпала с высоты 2-го этажа дома. Ребенка доставили в районную больницу с переломами пяточных костей. А в соседней Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «Комсомол» в Иркутске. В результате инцидента пострадали 8 детей, а все это произошло во время детской праздничной программы. Детям показывали принцип действия фейерверка в научно-развлекательном центре «Гравитация». И ведь большинство этих случаев пришлись на эту неделю. На этой же неделе, как бы иронично это ни было, отметили День защиты детей. Добрый, светлый праздник. Но в то же время взрослых он должен заставить задуматься. А как сегодня защищается детство? Какая работа проводится по защите детского здоровья или по профилактике детского травматизма на дорогах? Наш корреспондент Лана Ильина выяснила, как сегодня в республике обстоят дела с защитой детства. Цветными мелками на асфальте Юля рисует главных участников дорожного движения.
Я нарисовала дорогу, как человек переходит дорогу и едет машина. И тема такая, что безопасное движение. И там бежал человек и останавливал человек, который идет по дороге, чтобы машина его не сбила. С начала этого года произошло уже 48 ДТП с участием детей, в результате которых 3 ребенка погибли. Халатность взрослых – первая причина детского травматизма на улицах города, говорят инспекторы ГИБДД. Летом дети остаются в основном предоставлены сами себе, так как родители в основном находятся на работе, поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы постоянно проводили профилактические беседы со своими детьми, учили правила дорожного движения. Водителям также необходимо понимать, что летом приедут много детей из разных районов республики, поэтому необходимо обязательно снижать скорость, где много детей. Это у нас культурные центры, места массового отдыха детей. После профилактики смертности и травматизма самый важный фактор детской безопасности – это забота об их здоровье. В столице в школе номер 7 были выявлены сразу 2 случая заболевания туберкулезом. В первом случае болезнь уже перешла в открытую форму. Семья. То есть они упустили. Ребенок часто болеющий был. И когда тут манту делали, ребенок постоянно отсутствовал и постоянно болел. Но дома-то все-таки полная семья и так далее. Но они говорят, очень таких, мои учителя туда ходили до этого, социальные педагоги, но в скучных таких условиях проживают. В Роспотребнадзоре нам сказали, что случай этот единичный, а источник опасной инфекции – семья, то есть очаг заболевания именно дома, а не в школе. В 7-й школе 2 случая зарегистрированы, это семейный очаг. По этим случаям все мероприятия проведены. В классе и в школах учителя, дети все обследованы, все прошли ФЛГ, рентген, диаскин-тест, манту прошли, и новых случаев не зарегистрировано. Всего в республиканском противотуберкулезном диспансере ежегодно проходит лечение более 200 детей в возрасте от 2 до 13 лет. Ребятишкам приходится лечиться иногда по полгода. День защиты детей их поздравили шефы. Чтобы они не чувствовали себя отделением от своих семей, от родных, мы стараемся, и чтобы их досуг был на уровне. Ну и, конечно же, и чтобы учебный процесс у них проходил нормально, вот как раз помогаем и при поступлении в школу, и для проведения, ну и, конечно, в большей степени это для самих ребят, чтобы, и одеждой, и товарами. Еще одна проблема родителей и медиков – ранняя близорукость. Всему виной гаджеты, которые многие мамы и папы бездумно покупают своим чадам. 30 лет я скажу, что если вначале мы ругали, что много дети читают, потом мы ругали, что много телевизор смотрят, потом мы сказали, что много компьютер, а сегодня мобильные телефоны бьют все рекорды. И поэтому это, конечно, с ними очень трудно посоперничать, но бедные родители, они не знают, какую они нашли, какую медвежью услугу они делают детям, когда дарят им хорошие телефоны и гаджеты, эти планшеты. Поэтому сегодня приходят совсем малыши, 6-летки, у которых уже сниженное зрение, и я ставлю им диагноз рано приобретенная миопия, которая могла бы быть только в 3-5 классе, например. Вот, да? Лучше предупредить болезнь, чем лечить уже развившуюся. Важно помнить, что на первой стадии близорукости, это до -3 диоптрии, очки нужно применять только по необходимости. Важнее соблюдать гигиену глаз, соблюдать режим дня и делать специальные упражнения. И вот у нас есть на нашем кабинете аппаратного лечения, есть такие возможности. Мы можем снять зрительное утомление, мы можем помочь, в конце концов, мы можем поучить, научить, какие упражнения делать, какие гимнастики, что можно предложить для домашних условий. И поэтому каждому пациенту фактически мы вручаем вот такую табличку. Она очень удобна, потому что формата А4 любой ксерокс его воспринимают удобно, да, для самоконтроля в домашних условиях. Мы должны говорить и о том, какие правильные капли капать, и какие правильные таблетки сегодня назначить, потому что на рынке очень большой выбор, и наши врачи могут рекомендовать именно то, что сегодня более эффективно. Сегодня для безопасности детей в республике проводится большая работа. Рейды, профилактические акции сотрудников ГАИ, уроки по правилам дорожного движения в школах и обязательный предмет – основы безопасной жизнедеятельности. Однако следует помнить, что основная ответственность за жизнь и здоровье детей несут в первую очередь их родители. Лана Ильина, Вадим Барашков, Якутск.
И говоря про родителей, есть в Якутии примеры, на которые стоит равняться. В Международный день защиты детей Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» главе многодетной семьи якутянину Павлу Юдинцеву. Орден «Родительская слава» вручают многодетным семьям, которые воспитывают 4 и более детей. Сюжет с места проведения церемонии от нашего специального корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. В этот день в Москву, в Большой Кремлевский дворец, прибыли многодетные семьи с детьми из 8 регионов нашей страны. Поэтому Георгиевский зал Кремля напоминал детскую площадку с хоккейными кортами, клюшками, шайбами, с партами, чтобы малыши могли нарисовать и подарить свои творения президенту. А также тут было можно провести импровизированную фотосессию в исторических костюмах. Ну а некоторые прибыли в Кремль на своем транспорте. Из Якутии к награде была представлена одна из образцовых семей Янгринского эвенкийского наслега Нерюнгринского района, семья Юдинцевых, воспитывающая 14 детей. Я вижу это как царский прием. Нам очень приятно, что с нами нас встретили очень приветливо и в гостинице, и здесь. Мы как дома. Очень интересно детям, вообще очень впечатляющий момент, такие сюжеты, такие интересные прогулки у нас были, да и сам отель для нас было интересно, но сейчас мы не верим, что мы здесь находимся. Даже не думала, что мы сюда попадем. Мне очень понравилось, здесь очень красиво. Каждую из 8 семей курировали официальные лица. Главная ценность, которая есть, это семья. Это вот такие правильные, близкие отношения, теплые между родителями и детьми, между детьми. Потому что это огромный труд воспитать детей, вырастить уже старшие девочки в медицинском колледже, мои коллеги. И я готова помочь профессиональному становлению. Обязательно, если какая-то нужна будет помощь младшим, то, естественно, будем подключаться обязательно по всем вопросам. Наступила торжественная минута, и всех пригласили в Александровский зал. Как бы ни складывалась жизнь, какие бы трудности и испытания мы ни проходили, большая, дружная семья всегда остается самой надежной опорой. А доброта, отзывчивость, любовь к детям и родителям, бескорыстная забота о близких будут продолжаться и продолжаться в новых поколениях. Юдинцева Татьяна Владимировна и Юдинцев Павел Васильевич. Республика Саха, Якутия. Я безмерно горд за нашу республику, что в числе 8 субъектов Российской Федерации, семьи из которых сегодня получают ордена из рук президента нашей страны, есть и семья Юдинцевых из села Ингра Нерюнгринского района. Замечательная семья, 14 детей. Я уже с ними здесь познакомились, поговорили. И таких семей в нашей стране много. В наших детях наше будущее. И вся наша работа на самом деле делается для них, для того, чтобы наши дети жили счастливо, жили в хорошей, красивой, уютной среде. И ради этого вот сегодня мы должны сделать все, чтобы достичь хороших результатов в нашей работе. Учрежденный в 2008 году орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитавшим 7 и более детей. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. Не стоит забывать и о самом празднике Дня защиты детей, и о том, как он прошел для детей. В Якутске свои программы подготовили многие. Это и парк культуры и отдыха, музей имени Ярославского, дворец детского творчества. Праздник прошел и на площадях города. В стороне не остались округа столицы. Праздник при этом прошел не только в Якутске, но и в других городах региона. О том, как День защиты детей отметили в Якутии, расскажет Анастасия Кобызева. С самого
утра на площади Орджоникидзе яблоку негде упасть. Повсюду слышен детский смех, на сцене выступают творческие коллективы. Сегодня для детей организованы не только праздничные концерты. Центр занятости города Якутска организовал ярмарку вакансий для несовершеннолетних. 15 работодателей предоставили 120 рабочих мест. Желающих работать летом оказалось очень много. Я бы хотела устроиться где-то с детьми, работать с маленькими, так как я их очень люблю. Хотела бы следить за ними или что-то типа этого. Дети могут записаться и трудоустроиться, да, делопроизводителем, упаковщиком товара, также агентами, в архиве работать, также уборщиком по благоустройству, да, агентами и так далее. А вот 10-летний Леня Погорельский с будущей профессией, похоже, определился. Руководство энергосбыта провели необычную акцию для школьников «День самоуправления». Третьеклассник Леонид уверенно вошел в образ помощника администратора по центру обслуживания потребителей. Я подрабатываю в энергосбыте. Моя работа – это помогать людям в выдаче талонов. Мне очень нравится здесь работать. Польза от моей работы – то, что я помогаю людям. То есть у нас бывают те, которые вообще не знают. И я делаю все это быстро, ловко. Ну, как бы ловко сказать. Это фразеологизм. Всех школьников готовили к дню самоуправления около 2 недель, но Леня смог освоить азы профессии всего за 1 день. Несмотря на это, он единственный, кто уже за 20 минут до начала рабочего дня вступил в свои обязанности, чем приятно удивил всех посетителей. Вам нужна оплата услуг. Да. Пожалуйста. С номером Г9 приглашается в окно 17. Все. Оплата от физических лиц. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Праздник столицы продолжился на площади Ленина. Концертная программа с участием звезд эстрады порадовала собравшихся гостей. А самые смелые ребята сыграли в шашки и шахматы с международными чемпионами и мастерами ФИДЕ. В другом виде спорта – стрельбе из лука – смогли попробовать себя те, кто пришел в городской парк. Здесь открыли лукодром. Уже состоялись первые соревнования, открытый городской турнир среди детей по стрельбе из лука на дистанции 30 метров. Раньше детей, занимающихся было меньше, конечно, чем сейчас. Сейчас очень много занимающихся, очень это радует, то, что много, и то, что интересует этот вид спорта детей. А в Нерюнгри праздничная акция «Город глазами ребенка» прошла под крышей музея истории освоения Южной Якутии. Малыши нарисовали детские площадки своей мечты. Возможно, когда-то они воплотятся в родном городе. Мне понравилась эта площадка. Я хочу, чтобы она у меня была во дворе. Я хочу поздравить своих друзей с праздником. А самые маленькие линчане приняли участие в параде детских колясок. Фантазии родителей не было предела. Большинство колясок оформили по мотивам старых советских мультиков. Также можно было увидеть коляски-автомобили, кареты, паровоз и еще множество не менее интересных идей. Быстренько за пару дней сделали. Решили еще раз поучаствовать. В том году гран-при у нас был. Сейчас не знаем, посмотрим. Им покупать коляски еще только предстоит. В праздничный день из перинатального центра республики выписалось 14 мам и 17 малышей, 11 мальчиков и 6 девочек, в том числе сразу 3 двойни. На сегодняшний день в нашем новом перинатальном центре родилось 1309 детей, и из них 22 двойни и 1 тройня. К сегодняшнему мероприятию мамочки готовились, они очень счастливы. Пришли родственники, родители, мужья, поздравили своих жен. Все были, и родственники, и мамочки были очень рады этому торжественному мероприятию. Новорожденные младенцы и подростки, уже выбирающие профессию, все дети нуждаются в заботе родителей. И не только в День защиты ребенка. Просто этот праздник, знаменующий и начало лета, является лишним поводом напомнить взрослым о том, что любовь и поддержку детям надо дарить постоянно. Анастасия Кобызева, Арсен Степанов, Якутск, Нерюнгри, Ленск.
Вот такими событиями нам запомнится уходящая неделя. Я на этом с вами прощаюсь. Доброго вам вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале.